Друзья, ассаламу алейкум, всем доброго времени суток, всех приветствую себя на канале Киса Чечня. Ну и как всегда, наши с вами посиделки проходят в этой комнате. Это единственная комната, где тишина и покой. Сейчас дети вообще только с улицы пришли, балуются, шумят, кричат. В общем, я люблю здесь, в самой дальней комнате, уединиться и сесть, рассказать какую-то историю вас интересующую, да, то, что часто задают вопросы, скажем так. Лампа. Что мне она... Так же нормально, да? Не очень нравится, как она сегодня стоит. В общем, были очень заняты, немного себе там подготавливались, немного, в смысле, писали список, кое-что заготавливали, значит, девочки все знают, что, ну, как сказать, все это будет слишком громко сказано. Да, то это будет слишком громко сказано, прям звезда, да, что весь мир знает. Но все ж таки я хотела сказать, я просто не один раз уже говорила, что скоро 21 марта у меня день рождения, и, конечно, хотелось бы, чтобы собрались все те люди, кого я люблю, уважаю. Конкретно там, да, каких-то там приглашений у меня нет, но, естественно, коллектив приедет поздравить, там родственники какие есть у меня, в общем, всем буду рада, все, кто меня смотрит, кто сможет приехать, буду рада. Ну и мы с мамой сейчас накидывали, знаете, такие, как сказать, примерно, что нам понадобится из продуктов, да. Слишком, друзья, вот, на широкую ногу, знаете, не то, что нет возможности, возможность, конечно же, есть, но просто на носу стройка. Поэтому, как минимум, как говорится, здорово, но сердито, да? Или как там это правильно говорилось. Перед началом бы хотела похвастаться вот таким комплектом. Вот такой комплект, который мне подарили. Комплект с бриллиантами. Вот, поэтому второй жене не быть. Сразу там, кто переживал сильно, говорил, что Кису скоро ждет новость. Наверное, эта новость Кису ждала прекрасно, что сказали, что Киса не выдержит этой новости. Наверное, вот это вот такой шикарный комплект с бриллиантами, да? То есть он у меня есть. Как там, цыганочка, позолоти ручку. Вот такой набор у меня. Ну, я не буду оглашать на весь мир. Я думаю, все поняли, что это мне, кто мне подарил и на какое событие, да? То есть 21 марта на мой день рождения. Мне очень понравился. Не буду скрывать, выбирала я сама на свой вкус и цвет. Мне вот понравился вот такой вот комплект. Конечно, я его одевать не всегда буду, потому что боюсь, если потеряю там или что, он очень дорогой. Но приятно, очень приятно, красиво смотрится. Так что, золотые мои, не переживайте. Не переживайте, вторых жен нам не надо. У нас и так все хорошо. Переживать не надо. Ладно, ну и начнем, девочки, приступим к делу. В прошлый раз я очень сильно всех напугала, когда я рассказывала про похороны. Оделась в черные вещи, и все прям, ой, Киса, не надо, беду там накличешь или что-то такое. На самом деле это не так, у нас черные вещи, это у нас в черных вещах можно и на свадьбу приехать, у нас в черных вещах можно и на похороны поехать. Даже наоборот говорят, нежелательно похороны, как бы, ну, не надо из этого дня делать такой прям сильный траур, как говорится. Да, конечно же, мы все плачем, те, кто потерял родню в этот день. Но как вот говорится, что наоборот, надо человек уже как бы идет, ну, та жизнь, она вечная, как бы уже туда идет, на тот свет, к Аллаху идет, то уже, как сказать, надо наоборот, ну, не плакать, от этого человек только страдает, когда мы его заливаем слезами. Ну, в общем, вот этот момент, что насчет слез, насчет черной одежды, у нас это не... У нас нет такого. Даже в светлых вещах бабушки приходят в белых платках больших на похороны, там какие-то
У нас на похоронах тоже все женщины красиво одеты. Я вот, знаете, вот даже я до последнего, да, вот раз там куда-то идем на соболезнования, женщины с улицы там или что, Кис, идешь там, мы там туда-то идем. Но у нас одному прийти не положено по соболезнованию. Тут когда кучка там, то ли с заловками, со свекровью я иду, то ли с улицы какие-то мои подружки, то ли с отделения. У нас там, например, в больнице там кто-то умер, родственник. Мы раз с этим отделением собираемся и едем соболезновать. Ну, как-то, когда вот так вот целой компании, как-то более представительнее, уважительное это, ну, в общем, хаздукая, короче, красиво это смотрится, одним словом. Я не знаю, как это дословно перевести, но вот так вот. Вот. И я несколько раз замечала, что я прихожу, то бывает, там дома что бегаю в платье, там жакетку свою вязаную одену, платок большой нужно одеть, завязываю и бегу, думаю, ну быстро по соболезнованиям, мы же на похороны. Прихожу, девочки, это давно я говорю свои эмоции, да внешние, и что я стала замечать? Даже старые бабушки, вот совершенно старые бабушки есть, вот совершенно, как они красиво одеты. Как они красиво одеты на похоронах. Нет, конечно же, это не какие-то сверкающие камни там. Нет, женщины красиво одеты по своему возрасту. И мне это так понравилось. Мне это стало так приятно. Вот сидит бабушка старая, но на ней пуховая кофта с начесом. Там кофта 1000 за 9. Красивое платье, теплое. Теплый, красивый платок. Видно, что кофта дорогущая. Красивая обувь на ногах. Женщины, даже бабушки, идущие на похороны, которым сидеть там, да, вот заходят одни соболезнуют, другие. Женщины все красиво одеты. У нас нет такого, что при там покойник и там как попало, все хорошо одеты. Я стала тоже одеваться. Поэтому я тогда сказала, в том виде, в котором я была, я могла свободно появиться на похоронах. Абсолютно ничего такого. Ну ладно, что мы все про похороны, про похороны. Пускай все живут счастливо, дай Аллах всем здоровья. А мы начнем говорить о свадьбе, потому что очень много спрашивали. Киса, нам интересно, расскажите, пожалуйста, вот как вот у вас, у чеченцев, свадьба, какие обычаи, как это все происходит. Ну, знаете, начнем с того, что 21 век, девочки, 21 век, и уже если раньше какие-то законы были более посуровее, ну как, законы были посуровее, никто соблюдает, тот и сейчас соблюдает, но сейчас есть телефон, сейчас уже совсем другая жизнь, совсем уже как-то уже все более, ну, по другим живут правилам, да, скажем так. И вот у нас, как раньше даже были такие моменты часто, со стороны парня, со стороны девушки, родители друг другу симпатизируют. И вот они говорят, вот вы, у вас хорошая семья, у нас, особенно если из нашего села, или там какие-то знакомые там, например, общаются и говорят, ой, у вас девушка хорошая, у нас парень хороший, давайте, чтобы они встретились, давайте познакомим, если судьба, они будут вместе. Ну, в общем, зачастую делалось вот так, и много пар действительно вот так вот поженились, вот так вот, через кого-то. Или там двоюродная сестра сказала, ой, у меня там девер неженатый, он хороший, симпатичный, там это, она могла их познакомить. Ну, то есть вот так, вот такое вот знакомство очень часто. Ну, сейчас большинство, сейчас у всех есть телефоны, все могут друг друга увидеть, там, если девушка идет, мимо проходит, там, парню понравилось, он возьмет номер телефона, если она даст, конечно, она имеет право дать, имеет право не дать, смотря на ее желание. И как-то начинают общаться, потом как-то встречи. Ну, в общем, сейчас уже молодежь как-то более сами выбирают. Ну, конечно же, не позволю, например, я вот как мать, я не позволю просто так привести кого-то там, ну, с улицы. Я должна, в смысле, с улицы, я полностью сначала посмотрю, что там за родители, откуда она, какая она, как девушка. У нас даже такой закон есть, когда прежде чем девушку взять, у нас посылают кого-то там, да, например, к примеру, вот у меня подружка, да, я ей говорю, вот я там хочу это, даже не то, что подружка, к примеру, с села какого-то девушка или что-то, даже на какие моменты бывают, типа кто-то куда-то идет по улице и зашел там воды попить, зашел в дом, да, или там по нашим женским каким-то проблемам заскочить. А тем временем это как замысел посмотреть на девушку. Например, вот мне сказали, Криса, вот знаешь, вот у тех-то, у тех-то такая девушка симпатичная. Ты бы посмотрела.
И вот я пойду туда, типа, ой, я вот шла откуда-то, ой, у нас же так же все могут зайти к любому двору, и этого человека пригласят за стол, знают его или не знают, заходи, позовут, там это. А если ты пришел воды попить там или по какому-то делу, у нас уже, мы, женщины, бывает, заскакиваем, то вообще все услуги окажут и позовут в дом. А тем временем я посмотрю, что там, я увижу эту девушку, я сразу обратю внимание, как они живут, на то, как она себя ведет. Но это у чеченцев есть, такой закон есть, так тоже делают. Да, как вот обычно. Ну вот я бы зашла и бы посмотрела, чисто или нет ворота. В первую очередь бы я посмотрела. Потом бы я обратила внимание на порог и на обувь, да, на двери в доме. Я бы обратила внимание в доме, как валяется все, или все на своих местах. Я допускаю тот момент, что бывает, я пришла, люди, может, кушают. Или поели, там посуда пока стоит, ну куда-то там вышли, да. Ну такое тоже бывает. То есть не прям все, ой, поели, сразу начинают драить, да. Это все моменты я допускаю. Но я смогу оценить порядок в доме. Да, я смогу оценить порядок, не тот как беспорядок, который сейчас вот нарисовался, там грязная посуда стоит, а если он есть вообще в доме. Ну, то есть это можно оценить, да. Если я захожу, посмотрела, все, везде порядок, девушка причесана, одета, везде на столе порядок, там я пообщаюсь, я уже пойму для себя, да, нужно познакомиться с ханом, нужно Висхану показать. Это к примеру я говорю, нужно, чтобы он обратил внимание. Но нет такого, что там я это увидела, мне она понравилась, и давай я его мучаю. Потому что если он скажет, нет, мам, мне она не нравится, ну, конечно же нет, насильно мил не будешь. Нет, так нет, будем искать другую. Ну, то есть варианты есть разные, я вот о чем. Вот. Ну и как, да, назначили, все, парень с девушкой познакомились, да, например, назначили день свадьбы и начинаются приготовления. То есть, что с девушки стороны? С девушкиной стороны у нас собирают чемоданы. В первую очередь собирают чемоданы. Их много. Я даже поставлю на заставку этого видео фотографию из некоторых чемоданов, там платья. Значит, чемоданы, их там 7-8, у кого много бывает, чемоданы с ее одеждой, один большой, меньше, 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 вот так идет. Потом коробки, подарки там, вот у нас, когда девушка замуж выходит с чемоданами, да, вот первый день свадьбы, вечером кто-то из заловок открывает чемодан, да, ну смотрит, что у нее там, ну так предположено по закону. Там она показывает свои костюмы, показывает свои платья, это все на вешалочках, все аккуратно упаковано. И даже эти чемоданы, вот когда он открыт, все упаковано, даже внутри там цветочками все украшено, ленточками, да. Вот первый чемодан, к примеру, большая такая коробка стеклянная, в нее кладут платье и туфли на второй день, да, то есть когда невеста утром проснется, она одевает как такой, ну, нежно-розовый, там, нежно такой вот персиковый цвет, такие стальной цвет, ну, светлые цвета и красивый платок, фартушек бывает, вот. Она красиво должна быть одета, на второй день очень красиво тоже гости будут заходить, она должна там и чай налить, им, ну, первый день там, когда с невестой заговорить, это я потом расскажу, это тоже процедура есть такая, когда у нас невеста, когда замуж вышла, она с мужем роднёй, с мужчинами ни с кем не разговаривает. То есть мужа дядя, друзья, там, все вот эти двоюродные, они дают деньги, чтобы она заговорила. Ну, такое обычай у нас. Но это постепенно все буду рассказывать. Значит, вот такая коробка есть, да. В коробке платье на второй день, обувь красивая, платок, все это бывает, знаете, импортная и красивая. Даже, я же говорю, даже есть такие моменты, когда семья слабо живет, то в этой семье я не раз, то в этот момент я не раз говорила, чеченцы очень сплоченный народ. То там и тетя даст, там и дядя даст, но девушку достойно замуж отправят они. Она не будет хуже других. Просто бывает чемоданов меньше. Бывают люди сильно богатые, у них там 20 чемоданов, но я считаю это лишним. Почему? Потому что они не носят. Но она выходит замуж, от силы там год, она то полнее становится, то худее. Сами знаете, дети появляются, фигура становится другой. Зачем это? На мой взгляд, что должно быть? Конечно же, это должна быть шуба. Шуба должна быть норковая обязательно. То ли она до колен, то ли длиннее. Шуба черная у нас должна быть норковая обязательно. Дальше. Костюмы. На выход костюмы там, например,
дорогие костюмы, да, например, ну, допустим, 5-6 разных костюмов, чтобы она вышла. Вот. Потом вот такая корзина огромная, даже не корзина, сейчас вот такие продаются, как полочки, там написано Иман или Анжела будет написано, и там вся ее косметика. Для карандашей отдельно, для заколочек отдельно, для подводки отдельно, для туши отдельно, для лака отдельно, вот такие как бы квадратики. И вся косметика, вот эта такая деревянная, такой как ящик, он красиво, блестяще сделан, и упакован бумагой, бантики завязаны. Там вся косметика, духи, все стоит. Вот она, невеста, приезжает и ставит вот на такое зеркало в спальне, где вот как вот у меня зеркало в спальне, она ставит, ну, украшает свою комнату. Вещи, чемоданы, все. И потом вечером, когда заходят заловки, там, родственницы, кто-то из заловок, кто открывает чемоданы первое, она показывает, для той лежит кольцо, подарок, золотое кольцо. Кто ложит с бриллиантами кольцо, кто просто красивое золотое. Ну, на карман смотря, да. Вот, но я дальше рассказываю по порядку. То я далеко забегаю, значит, это норковая шуба, это 5-6 костюмов хороших, это там теплая юбка, кофта, платья, халаты, которые можно носить дома, вот эти все пеньюары красивые, дорогущие. Сейчас особенно весь этот товар с Турции, все очень красиво, разные халаты, пеньюары, ночные, ну, дальше вы поняли. Все это слаживается. Дальше один чемодан полностью, бывает даже два с обувью, то есть там 2-3 пары, одни кожаные, хорошие, зимние сапоги, полусапожки зимние, потом, если дождливая погода, 2-3 обуви, там какие-то там шлепки, которые по дому ходить, туфли, которые на улице, ну, в общем, хоть сколько пар, чуть ли не 20 обуви разные, под цвет, да, также бывает, вот, например, шуба, да, там куртка кожаная, есть куртка кожаная черная, куртка кожаная красная, куртка кожаная как бы желтая, то девочки стараются подобрать под нее и обувь положить, и сумки. Сумки тоже несут, ну, разные, вплоть до 10, кто 6-7 сумок, вот под цвет стараются подобрать, да, например, черная с черной курткой, красная, бордовая, например, с красной, также и обувь подбирают под нее. Ну, в общем, складывается чемодан. Вот каждый чемодан отдельно, и все там упаковывается красиво. Есть специально даже женщины, которые могут красиво упаковывать невесты чемоданы. Везде все бантиками завязывают. А дальше идут коробки. Вот такие вот, там деверам рубашки там красивые, да, носки, рубашки. Женщинам там постельное какое-то дорогое. В общем, ну, законы меняются. Вот раньше это было, вот свекру раньше несли вот перину. Раньше нужно было свекру дать перину, вот хорошую, и постель полностью для свекра, да. То сейчас я слышала, даже свекру костюм дают, по-моему, костюм, красивый костюм мужской, вот. Свекрови тоже, вот, если честно, забыла, что дают свекрови. Хоть убейте, но забыла. Просто каждый раз новая мода, каждый раз что-то меняется. Но свекрови тоже большую постель дорогую, там, либо платье дорогое, там, либо какой-то кухонный набор какой-то, но дается свекрови. И когда невеста идет первый день, когда в свадебном платье, да, вот ведут невесту, то она тоже свекрови кольцо дарит на руку в тот день. Вот, и несет огромный букет цветов для свекрови. Красивый огромный букет дарит цветы. Вот ее встречают, да. Встречает ее свекровь, дает конфету. То есть этот закон, по-моему, у всех есть напополам. Обнимает ее, она ей дарит цветы, дарит ей кольцо. И в тот же момент дают ей на руки ребенка. В основном это бывает почему-то мальчик. Не знаю почему, но дают мальчика. И тогда невеста должна мальчику дать этому деньги маленькому. У нее с собой сумочка бывает, блестящий кошелек такой красивый. Сумочка невесты, там у нее платочек такой, необходимое все лежит. И дают этого ребенка на руки, и она тогда дает деньги. Там, ну, я не знаю, 100 евро, 100 долларов, 5000, кто сколько может. Вот. Вот, в общем, вот эти чемоданы собирают невесте родители. То есть полностью все. Заколки, резиночки, платки красиво слаживают.
обувь все красиво слаживает, косметика красиво слаживается, платье на второй день слаживается, вот эти костюмы, все аккуратно слаживается в чемоданы. И когда за невестой приезжает, вот все, день свадьбы, заходит невесту, выводит девер всегда. Если его нету, то двоюродный брат жениха, да, то девер как заходит, он тоже невесте дарит кольцо, одевает на руку. Ну, со стариками заходят с роднёй, там накрывают столы, все, они там уже проводят обряд такой, что они все, они забирают невесту. И когда уже все, старики, все добро дали, все, перед тем, как ей выходить, я уже говорила, девер одевает кольцо невесте на руку, на свою руку кладет платочек, и на этот платочек невеста ложит свою руку аккуратно. Даже, ну, раньше даже некоторые брали под руку, девера можно взять, но с достоинством, когда уважение большое вообще, и как это должно быть, он тоже как бы, если так глубоко копнуть, в тот момент, когда он ее выводит из дома, он ее совершенно чужой мужчина, да, как бы это тоже этот момент спорный, да. А большинство вот берут за руки, да, девера за руку можно, в принципе. Главное, чтобы она к нему не дотрагивалась рукой. Но вот у него на нем костюм даже одет. Она его рукой, если возьмет, то так, то прикосновения руки к руке нету. Но у нас это очень читается, потому что у нас девушки все замуж уходят абсолютно чисто. Никогда чеченец не возьмет замуж грязную девушку. То есть, ну, вы поняли. То есть девушка должна быть абсолютно чистая во всех планах. Вот, и все, девер ее уводит. Там все остальная родня, кто есть двоюродные, троюродные, они грузят машину, то есть машину задом завозят, заезжает машина во двор, 2-3 машины грузят вот эти вот ее все чемоданы, вот, и все прощаются с невестой. С невесты стороны на свадьбу никто не едет, у нас это не считается, у нас это позор. И даже там бывает, двоюродные сестры могут поехать туда, там побыть, там, например, в банкетном зале, например. У меня у Золки дочка замуж уходила, у них свадьба была в банкете. Туда и я поехала, и Анжела. Мы с невестой поехали, как бы первые минуты поддержали ее, нас там встретили хорошо в ресторане, накормили. Вообще к нам уважение было, то, что мы со стороны невесты. Всем нам подарили подарки, комплекты постели. И в течение часа, полтора-двух мы назад уехали. Уже там свадьба шла, но мы уехали оттуда. Вот. Дальше, что я хотела сказать еще. Ну, а тут... Что-то у меня лампа выключилась. Что-то у меня лампа выключилась. Поправляла там. На чем я остановилась? На чем я остановилась? Забыла, на чем остановилась даже. Так, ну, по-моему, на том, что... все, невесту проводили, да, и дома вся родня, кто есть там, все садятся за стол. Столы, конечно, накрывают. Кто за невестой приезжает, они садятся, покушают, там, тети, дяди, там, разные сестры двоюродные, кто приезжает. В общем, машин бывает много. Ну, не так, чисто символически, потому что их там всех ждет свадьба, ресторан, у них времени особо нет. Чисто так пригубили, покушали, да, и все. Свою невесту взяли и поехали. Вот, там уже встречает свекровь, и начинается свадьба. Отец и братья у нас в этот день, их нету во дворе. Когда девушка с дома уходит, они или сзади во двор куда-то там занимаются своими делами, либо там к другу брат уйдет. Но у нас некрасиво, да, вот невесту забирает, и брат ходит, или отец ходит везде, на виду у всех. Это вообще, я даже себе этого не представляю вообще. Это, ну, у волков законы гор. В эти законы я влюбилась. Это я очень приветствую этот момент. Жениха у нас на свадьбе не бывает. Ну, как сказать, для многих покажется это сейчас шоком, что там просто он с ней не стоит рядом, они не берутся под ручки, не всего такого. Но сейчас в каждом ресторане, в каждом есть специальная даже комната, написана комната для жениха и его друзей. За невестой жених, конечно же, приезжает, но он во двор не заходит, но он приезжает
обычно всегда а, жених едет во второй машине с друзьями со своими. И даже с невестой машины они даже соревнуются. Мне нравится очень этот момент. Всегда за невестой в следующей машине или наравне с ней, чуть хочет ее обогнать. Ну, шутят, едет жених в машине. С друзьями, все в костюме, как положено. Просто он себя не показывает в этот день, и все. Вот. А в кафе, в ресторан, то есть когда уже приезжают, то уже когда свадьба идет, в разгар свадьбы, то невесту, там, например, заловки, да, они могут взять невесту и не могут, они берут невесту и ведут туда в комнату, где сидит жених с друзьями, тоже отдельная комната для них. Они сидят там, отмечают. У них там бывает все, все, в смысле, чтобы отметить этот праздник хорошо, в смысле напитки разные. Они там сидят себе, отдыхают, и вот невесту заводят туда, и женихи со стороны, ну, это жениха друзья, они начинают шутить над ними обоими. Могут сказать, ты кого это взял, она какая страшная, некрасивая. Но они пытаются ее задеть, чтобы она слово сказала. Она пока говорить не может еще с ними. Пока они не заплатят, она не умеет право свой рот открыть. Они начинают, ой, она что, у нее что, одна нога больше, чем другая? Или у нее нос какой большой? Или она какая низкая? Или какая некрасивая? Ну так шутят. Она просто вот так вот с опущенными глазами улыбается. Или если что-то спросит, она имеет право кивнуть головой или сказать нет. Вот. А потом, конечно же, есть такой обряд, когда невеста, ее заловка там, или какие-то родственницы берут поднос на руки, кружка воды, и вот она с этим подносом несет, заловка поднос, кружка, каждому мужчине, кто есть в той семье, подходит она и протягивает кружку, ну, вот, ручкой вперед, да, и дает ему. Он говорит, что мне делать с этой водой, и она в этот момент говорит первое слово «пей». Он выпьет, пожелает счастья, здоровья и на поднос ложит деньги. Но это у нас развязывание языка, такой обычай есть. Вот. И так вот, на этом неплохие бабки, кстати, можно заработать. Вот. В общем, в каждой нации свои обряды, но мне нравится. Красиво проходит свадьба, торжественно. Дарят сейчас в основном все деньги, потому что, ну, деньги как-то, уже люди сами себе купят, да, то, что они хотят. Вот, а со жениха стороны это свадьба, ну, конечно же, за его счет, и Колым, дают за невесту Колым. Сейчас, я не знаю, там сколько, 60-70 тысяч, это в деньгах, и обязательно мешок большой сахара, большой ящик дорогого чая должен быть, хорошего чая. Вот это Ахмат чай или какой-то там дорогой еще упаковка, вот этот чай, вот эту халву большую несут, дорогие конфеты могут, ящик хороших конфет дорогих, но это, то есть, Колым за невесту дают. Вот. Я же говорю, каждый раз немножко правила меняется, может быть, что-то где-то как-то поменялось, кто-то делает немножко по-другому уже, потому что каждый раз какие-то разные моменты именно в подарках что-то меняется, например, зять, потом, когда идет зять. Подождите, что не скажу, вот за невесту, да? Вот все, у невесты свадьба прошла, утром рано она должна встать, пока еще спят свекор, свекровь, пока все спят. И у нас обычаи, она должна, ну, я не знаю, все квартиры живут там, наверное, просто приготовить завтрак там, да, накрыть на стол. То если это в селе, в деревне, то, ну, конечно, зимой она этого не будет делать, когда мороз страшный, но а так вот в основном весной, летом в основном, да, вот она утром выходит и моет ворота. То есть пусть они даже кристально чистые, будут просто влажной тряпкой протрет, но обычаи и соседи все смотрят. Невестка встала утром, ну, то есть как она ворота там моет, что она делает, хорошая она женщина или нет, соблюдает ли она закон. Ну, вот смотрят, и, конечно же, она подметет во дворе. Хоть везде все чисто будет, ну, так надо. Просто так надо. Помоет ворота, все, там уже свекровь. Сейчас это раньше как-то были более суровые законы. Сейчас свекровь тоже утром встает, поможет, все там накрыть на стол, чтобы люди на второй день приходят поздравлять, чтобы уже все там было сделано. Ну, в общем, невестка показывает, какая она невестка. Но это потом дальше не каждый день вставать там 5-6, можно и в 7 вставать утра, да, например, кто в 8 сейчас встает, если, например,
нету в семье, там, например, как я буду себя вести, да, я вот уже рассказывала, еще раз скажу, у нас нет ни коров, ни кур, у нас нету. Конечно же, первую неделю, там, первое время она должна будет вставать рано, потому что люди будут смотреть, какая невестка, на мою семью с особым взором будут смотреть, как у нас, что. Я ей скажу так, значит так, я скажу, дорогая, значит так, я скажу, я плохой свекровью быть не хочу, чтобы ты меня ненавидела, не хочу. Вот мне не надо вставать в 5 утра, в 6 утра, у нас коров нет, кур нет, зачем? Я допущу мысль, если ты в 8, в 9 станешь, у меня не будет никаких претензий. Ну, то есть, хотя бы пусть неделя пройдет, пусть она покажет, что она хорошая женщина, чтобы соседи все увидели, все нормально. Потом можешь до 8, до 9. Но у меня и дочка так, я позволяю ей. Но я всегда перед этим, что строго, то перед тем, как лечь спать, обязательно, чтобы мне вся посуда была вымытая, чтобы все было чисто, чтобы порог был чистый, обувь была вымыта. Я не говорю, что она будет батрачить, делать только она. Возможно, вечером, допустим, она пойдет обувь мыть, да, там порог будет мыть, а я и посуду помою. Я думаю, я в то время старая не буду, и у меня руки не отсохнут. Если я это сделаю, ей помогу. Это моя дочка. Да, помочь ей я ей всегда помогу. Я, конечно же, до этого постараюсь построить дом, чтобы она пришла, чтобы она, как говорится, ну, она бы, если даже в этот дом бы зашла, ни в чем бы не нуждалась, но чтобы у нее все было новое. Чтобы у нее и спальня была новая, и кухня новая была, посуда, чтобы у нее новая. То есть я создам все условия, лишь бы мне Аллах дал здоровье. Я своей снохе, она у меня будет одна, единственная, иншаллах, сын один. Я буду любить ее очень сильно, это ей со мной жить. Я не буду там придираться, цепляться, но я скажу, я люблю порядок. Я не то, есть такие моменты, когда свою дочку жалеет, а невестка приходит и над ней давай. Я этого нет. Я, скорее всего, Анжела говорит, ты с ней будешь намного лучше, чем со мной. Меня ты не жалеешь. Ну, как сказать, не жалеешь. Это тоже, знаете, я говорю, Анжела, знаешь, придет такое время, ты меня будешь благодарить за то, что, чему я тебя научила и как ты должна себя вести, говорю. Если, понимаешь, если сегодня я тебя не научу, то завтра ты, когда уйдешь, тебе будет проблема. Эта девушка должна знать. Любая должна знать все, как убрать, чтобы порядок был, чтобы люди не смели, потому что обвинят люди не бабушку, не тетю, обвинят мать. Скажут, мать, на ногче елгари, на амурдар, на ногче яцундел юан хумацаха. Ага. Сайки там, суелки чух. Суелки чух, ну, надо делать дела. Я говорю, переведу вам, что многие могут сказать потом, если вдруг мать не чеченка, поэтому она ничего не знает. Была бы мать чеченка, она бы знала. Я говорю, чтобы это не допустить, я на многое пойду. На многое. И, иншаллах, как бы научила. Думаю, позора мне с ней не будет. Вот такие вот дела. Дальше, потом, как у всех тоже по-разному этот момент, знаете, бывает месяц проходит, а у некоторых и год, а бывает 2 недели, бывает сразу говорят, ой, не, пока это все свежо, сразу зятя отправим, потому что, ну, как бы, если зять уже пришел, побыл у тещи и тестя, уже девочку можно отправлять домой на ночевку к себе, да, например. Пока зять не пришел, как-то не очень. Тут зять идет, побыл, с друзьями приходит, с братьями двоюродными своими. Посидели, все, уходит. За зятем следом идут свекор и свекруха. И там кто-то из родственников. Зять приходит, идет, несет с собой там подарки. Вот. Хорошие, дорогие, несколько блоков сигареты. Для молодежи той, которая там будет по 50 грамм. В общем, это тоже есть. Вот. Друзьям, тем молодежи, кто будет на свадьбе, да, зятя все ждут. Вот. Дальше. Если есть у его жены сестры младшие,
то, например, дают деньги, ну, например, под клеенку, да, вот зять садится за стол, красиво накрыта скатерть, украшен стол, все красиво. Даже курицу на столе наряжают красиво, как вот, ну, вот по-свадебному, то он под клеенку, под скатерть кладет деньги. Это либо будут либо евро, либо доллары. Да, то есть как бы за это, то, что его покормили. И говорят, по закону он имеет право, на столе, конечно же, у всех дорогая посуда бывает, он имеет право всю эту посуду забрать домой. То есть как бы он это все оплатил. Ну, не все, конечно, забирают, а может и берут, у всех по-разному, но он имеет право. А своей, как правильно сказать, ну вот, допустим, София будет, да, ей кольцо с бриллиантами оденет на руку. Дарят, зять дарит своей. Кто она ему доводится? Ну, жены сестра. Да, ей колечко бриллиантовое дарит. Потом идут свекор, свекровь, после него зять побыл, все, зять тоже у нас стоит в углу. Над ним все шутят, все там какие-то подкалывают, ну, шутки там. Он все стоит скромно, улыбается, в костюме, красиво одет. Это у нас зять. Когда приходит, все над ним шутят в тот день. Все, зять побыл, ушел, сразу же за ним, примерно через час, через полчаса приезжают его родители там с какими-то там родственницами, родственниками. Они тоже привозят подарки. Вот. Привозят подарки. Это халва большая, вот такая 4, 5, 6 ярусов, там какие-то сладости. Потом вот эту несут ляжку огромную, коровичу, да, вот. Либо там барана могут, либо коровичу, ляжка, огромное мясо везут. Вот это халва, там какие-то подарки дополнительные еще. Они уезжают, им тоже дают подарки. Ну, у всех они бывают немножко по-разному. Но я что хотела сказать. А зятю дают, раньше давали зятю печатку, кольцо давали, мужскую. Потом давали часы. Вот. Телевизор. Сейчас, кажется, дают все большой телевизор. Вот большой телевизор плазменный, это дарят зятю. Ну, естественно, будет вашей дочери. Там тоже дочка потом, когда приедет домой, например, через неделю она может приехать, да, через 2 недели, если далековато живет, там через месяц, то это тоже опять-таки не говорит о том, что в этом доме этого нет. Но как-то ей этим пользоваться, как бы, чтобы свое личное было, это хорошо. То есть отправляет там хороший пылесос, мать отправить. Ну, чтобы она не ехала с пустыми руками, как бы считается. Хотя она приезжает тоже с подарком. Вот она первый раз едет домой, да, там, ну, на 2 ночевки, к примеру, переночевать пару ночей. Вот она первый раз идет, ей тоже отправляют какие-то подарки, да, вот домой повезешь. То и она, когда будет уходить, мать ей дает пылесос хороший, вот эта гладильная доска, стол, который сейчас продают, вы видели все, да, там и корзиночка внутри, ящики, то есть она разлаживается, когда она в сложенном виде, как столик стоит, разлаживаешь, это гладильная доска, в ней там вот эти ящики, куда можно белье слаживать, и вот это как корзинка, чтобы, например, вещи принести и сложить туда. Вот этот утюг хороший дают. Ну, а потом это, допустим, вентилятор могут дать или там, ну, разные подарки. Но вот я знаю точно, что пылесос, вот эта гладильная доска, она недорогая, она 8-9 тысяч стоит. Пылесос тоже хороший, 7-8, а то и больше стоит. И этот самый утюг тоже хороший, 3 500, качественный, импортный. Да, ну вот такое там, нитки, иголки, там какие-то наборы, ну то есть все такое, знаешь, вот отпариватель можно положить туда тоже. Все такое, что я какой-то там кухонный комбайн, там, да, который там мать до замужества купила, и он новый стоит, она захотела, да, кухонный комбайн, там, измельчитель какой-то там, да, например, ну, в общем, бытовая техника, да, любую вещь можно дать девушке. То есть она в тот дом придет как-то, ну, вот, ей будет это приятно перед мужем родственниками, что вот мать передала, все такое вот. Ну, вот так вот, в принципе, вот так вот у нас проходит свадьба. Вот такой у нас обычай. Вот.
Я единственное, я же говорю, чем я чуть-чуть недовольна, это когда многие набирают много, вот эти вот чемоданы девушки собирают, оно все половину лишнее. Я согласна с тем, что должна быть хорошая норковая шуба, раз. Должно быть хорошее вот это золото, на бриллиантовый комплект должен быть золотые часы, золотой браслет, золотой, ну комплект этот. Первый день сейчас все одевают в основном серебро, комплект, да, сережки, кольцо и цепочка, серебро. Красивое бывает серебро дорогое, итальянское. Вот это серебро должно быть, опять-таки набор с бриллиантами, вот золотые часы, там пару колечек каких-то красивых, там наборы пару серебряные, специально такая корзиночка есть. И там отделы для вот всего этого. Там вот такая цепочка, тут там браслетик лежит, все красиво упаковано бывает. Вот это надо, этим она будет пользоваться. И на него мода, можно сказать, не проходит. Если комплект бриллиантовый хороший, вот этот, он будет и через 20 лет хороший. Если часы золотые, они хорошие золото, они через 20 лет будут. Это всегда деньги. В любой момент можно продать. А вот это хламье, тряпье, зачем его набирать? Во-первых, мода меняется. То она худее станет, то она полнее станет. Это все лишняя трата денег. Несколько костюмов на выход там. Обязательно куртка хорошая там, или кожаный плащ, или кожаные несколько курток, шуба норковая. Вот это вот обувь хорошая кожаная, да, сумки хорошие, чтобы она могла выйти там под цвет или как-то там с норковой шубой, чтобы красивая черная сумка кожаная была. Колготки разные, носки там все. Не то, что дешевка какая-то, все хорошее, хорошего качества нужно положить. Ну, в общем, вот так, денег надо много. Много надо денег. Вот такие вот дела. Ну, я же говорю, в этот день все сплоченные, потому что родня тоже дарят деньги, там кто 10, кто 15, кто 5. Ну, в общем, потом колым еще принесут. В общем, платье на прокат тоже сейчас недорогое. В смысле, цены на каждый есть за 100 тысяч платье. Есть платье, например, я видела за 50, его одевали один или два раза. Оно шикарнейшее платье, шикарнейшее. А есть платье за 100, у него нет никакого вида, но просто прямое платье. Но его ни разу не одевали, вот оно 100 тысяч. На один день. Ну, вот этого я делать не буду. Нет, не хочу. Я вообще, когда меня коснется эта проблема, то я поеду в Турцию, потому что там эти платья, они недорогие, даже купить можно их. Даже намного дешевле можно купить, чем заплатить за рассрочку. Вот. Прокат, то есть не рассрочка, а прокат. Также и вещи. Все закупить. И чемоданы, там, и халаты, и где какие костюмы. Все это я поеду покупать в Турцию. И если там подруга, там моя, тоже дочка у нее скоро собирается замуж, она говорит, ты съездишь со мной в Турцию? Я говорю, мне еще паспорт надо сделать. Она говорит, да ты еще успеешь, это через год может. Поеду с ней тоже, посмотрю, что там, как там, цены, что. Присмотрюсь. А вот такое все уже должно быть. Легко в каких случаях? Знаете, каких? Когда вот это необходимое все лежит. Например, бриллиантовый комплект можно купить, пускай лежит. Часы купить, пускай лежат. Браслет купить, пускай лежит. Шубу купить, пускай висит, пусть она будет. А потом только останется там буквально какие-то костюмы, какие-то платья, там, платки, носки, это все по мелочи. У кого есть девочки, лучше заготавливаться заранее. Положить вот это необходимое, золото, шубы, это все можно закупить заранее. На него никогда мода не пропадет, не уйдет. Вот, вот такие вот дела. Ну вот как бы вкратце все, что я хотела рассказать. Интересуйтесь, девочки, еще какие вопросы, что, как. Следующий мой рассказ будет про отношения свекрови и невестки. Меня очень давно просят, обязательно расскажу, да. Хотя я не сказала бы, что я святая, прям что я знаю на 100%. Может, где я бываю не права. Я не говорю, что я исключительная невестка. Но, по крайней мере, за эти года я старалась, чтобы обо мне не было плохого мнения. Такие вот дела. Обязательно расскажу, да. В следующий раз обязательно расскажу.
Задавайте, девочки, вопросы, которые вас еще интересуют. И мама сейчас в гостях у меня. Возможно, у нас на днях будет прямой эфир с ней. Сделаем еще раз. Вот. Что я хотела еще сказать? Да. И составляла я список примерно, что будем готовить к дню рождения 20. Просто мне хочется в этот день. И коллеги приедут поздравить там, и родственники. Просто мне хочется не прям такой ресторанный, но нормально накрыть стол. Голубцы, котлеты, перец начинить, там, отбивные сделать, там, салаты разные, торт, сладости. Вот такое вот. Поэтому у кого будет желание приехать поздравить в этот день, как говорится, приходите в мой дом, мои двери открыты, всем буду рада. Ну, вот так вот, хорошие мои девочки, мальчики, все, кто меня смотрят. Вот, в принципе, и все, что я хотела рассказать насчет свадьбы. Конечно, много чего есть еще разного, но на весь мир об этом говорить, какие-то тонкости, я не имею возможности. Все меня поймут, наверное. Так, вкратце я рассказала, в принципе, что и как. Главное, чтобы они все были счастливы, наши дочки, потому что для каждой матери это очень большая головная боль, чтобы устроить своих детей хорошо в этой жизни. У меня вот сейчас проблема еще, знаете, заканчивают учебу они в этом году обои. Теперь у меня проблема будет, куда устроить на работу, чтобы хорошая работа была тоже, знаете, чтобы, может, в банк куда, либо в администрацию, либо в школу, либо в больницу, но куда-нибудь попытаюсь устроить, чтобы они работали, чтобы уже начали свой путь потихоньку, да, потому что 5 лет учились, но жалко, если отучиться, и дипломы будут просто валяться. Анжела хотела еще весной сейчас пойти на кулинарийные курсы, тоже хотела закончить. Ну, в общем, будет видно. Ну все, всем до свидания. Адикюэл, киндердол. Обидеть Дина, может, кому что неправильно сказала, может, кого-то чем-то задела, кого-то, может, чем-то обидела. Не судите строго, простите меня за все. В принципе, я не злой человек, но просто иногда бывает, ну, такое напишешь, что, правда, уже хочется разорвать. Бывают эти моменты, особенно, когда за детей пишут. Поэтому бывает, меня несет, да. Краска как платье, как сейчас. Красная помада мне идет, а он оказался не тот. В красном платье меня несет. Так это тот случай. Бывает, кизу несет. Так что не судите строго. Всех люблю вас, всех уважаю. Всем счастья. У кого есть девочки и мальчики, всем желаю счастья, чтобы они в этой жизни нашли себя, состоялись в этой жизни. Главное, чтобы были счастливы и здоровы. Всего, до свидания всем. Спасибо, что смотрите. Всем, кому нравится, не забудьте поставить лайк под видео, пишите комментарии, пишите под этим роликом, какие бы вы хотели темы услышать, что бы еще бы вы хотели узнать, может, какие-то про обычаи, там, что, как, остальное, все расскажу. Все, всем до свидания. Адикюэл, Дейл Рейс, хорошо.